Немедленно освободить арестованных крымских мусульман и исключить партию Хизбут-Тахрир из списка террористических организаций. Эти требования к российским властям сегодня озвучил руководитель информационного офиса этой партии в Украине Фазыл Амзаев. Обыски и аресты крымских татар – это целенаправленная политика России по дискриминации мусульман, считают в украинском офисе Хизбут-Тахрир. Отношение к мусульманам Крыма тут сравнили с депортацией 1944 года. Тенденции, конечно, имеют негативный прогноз. То есть это будет продолжаться, потому что это не есть какой-то крымский феномен. Эти события – это то, что практикуется в России на протяжении десятилетий. Ставить знак равенства между партией и терроризмом нельзя, утверждает Хизбут-Тахрир. За 60 лет существования партия не организовала ни одного теракта. Однако это не помешало ФСБ в начале февраля арестовать мусульманских активистов Эмира Усина Куку, Энвера Бекирова, Муслима Алиева и Вадима Сирука. Их обвиняют в терроризме только на том основании, что силовики считают их членами Хизбут-Тахрир. И само обвинение людей, которые были широко известны публике, они были достаточно известны публичными деятелями. Эмир Усин Куку, мой коллега, правозащитник, он известен тысячам, даже десяткам тысяч людей. То есть обвинение его в терроризме, это абсурдно звучит вообще. При этом ФСБ сама прекрасно понимает, что эта исламская организация не несет угрозы для жизни россиян, уверен правозащитник Виталий Пономарев. С настоящими террористами в России расправляются жестко и быстро, они составляют из них списки. Существуют большие списки, из этих списков там раз в год, когда нужно показать какие-то результаты работы, выбирается иногда достаточно произвольным образом какая-то группа, осуждается, остальных как бы... Остальные остаются в списке, чтобы быть арестованы, может быть, через год, через два, через три. Представители украинского офиса этой исламской партии потребовали от властей России отпустить всех задержанных мусульман в Крыму и отменить решение Верховного суда Российской Федерации о признании Хизбут-Тахрир террористической организацией. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.